Сколько надо выпивать, чтобы не отдать концы на работе? Я тут узнал, почему, выходя утром из дома, мы так часто видим скорую у себя во дворе. Кто-то на свою работу выйти не смог. Итак, проснувшись первым делом, мы отправляемся в туалет и теряем там пол-литра жидкости. Откуда она взялась, если мы ночью ничего не пили? Это почки гоняли всю ночь. Их задача выводить из организма излишки солей и токсинов. Эти пол-литра почки берут из плазмы крови и так очищают ее. При этом наша кровь становится на пол-литра густее. Разберемся. Кровь состоит из плазмы и кровяных телец. Если плазмы становится меньше, кровь сгущается и кровяные тельца слипаются, образуя тромб. От того, что этот тромб заткнет, зависит судьба человека. Вот почему самое большое количество инсультов с 5 до 8 утра. Вот откуда скорая у подъезда. И вот откуда расхожий совет выпивать с утра 2 стакана чистой воды. Мне нравится бутылочка. Из нее удобнее пить, если встаешь ночью. Она стоит у кровати, и как только нога касается пола, бутылка должна коснуться губ. Надо скорее восстановить потерю жидкости. А еще лучше, если вода теплая. Казалось, почему? Потому что она не всасывается в кровь, пока не приобретет температуру тела. А 40-градусная вода почти сразу окажется в вене. Современные электрические чайники позволяют подогревать воду до любой температуры. И даже делают это по будильнику. Не нравится бутылка? Найди себе такой чайник и поставь его в спальне. Будет вам и теплая вода, и счастье. Но вернемся к почкам. В нашем теле постоянно творятся темные делишки. Ему очень нужна уборка. Мы каждый день съедаем кучу продуктов, нашпигованных солями и токсинами. Пищевая промышленность делает все, чтобы быстрее вырасти, дольше хранить и сделать невкусное вкусным. За последние 5 лет количество токсинов продуктов выросло в 10 раз. Мы с каждым годом поглощаем все больше и больше этой гадости. А выводить это должны почки. Должны. Но если мы не пьем достаточного количества чистой воды, все эти соли откладываются в костях, как в могильнике. А если к этому добавить еще токсины, которые образуются от переработки белка и жиров в нашем организме, то получаем тотальный токсикоз. Причина проста. Нехватка чистой воды для приборки. Получаем на выходе все признаки токсикоза. Апатию, вялость и, как ни странно, тягу на сладкое. Ну и, конечно, последствия. Выхлоп, потливость, болезни суставов, кариес и даже защитное бесплодие у женщин. Вы не ослышались. Организм, постоянно находясь в пищевом токсикозе, даже подумать боится, что нагрянет еще и токсикоз при беременности. Он с этим может не справиться и посему втыкают все возможные палки в колеса, препятствуя зачатию. От спаек до снижения либидо. Сколько же надо выпивать в день, чтобы убраться? Все слышали про 1,5 литра, но никто не знает почему. Рисуем. 7% нашего тела – это кровь. Для среднего мужчины в 70 килограмм это 5 литров. Бутыль. В крови 60% это плазма. 3-литровая банка. Наш организм, чтобы выжить, должен каждый день обновлять половину этой плазмы. Задача почек – вывести с ней соли и токсины. Половина банки – это 1,5. Вот откуда 1,5 литра. Когда же лучше пить, тоже важно. Для влажной уборки не годятся растворы, соки, супы и чаи. После них самих нужно прибираться. Вы же не делаете влажную уборку, окуная тряпку в соки, только в воду. А если мы поели и запили еду водой, во что превратится вода в желудке? В суп, в раствор. Значит, пить надо на голодный желудок. Спустя 2 часа после еды минимум, но самая важная вода – это все-таки утром. Вывод. 2 теплых стакана и не меньше литра в течение дня. Я ставлю очередную бутылочку на рабочий стол и выпиваю ее до обеда. В обед ставлю 2-ю, так легче, стаканами у меня не получается, все время забываю, а бутылка мозолит глаза. В общем, пить или не пить вопрос не стоит. Лучше вовремя попасть на планерку, чем не вовремя в больницу. Пожалуйста, берегите себя, надо выжить любой ценой. Все только начинается. Ваше здоровье!